Здесь собрались люди верующие, разных религий, но мы все-таки дети единого Бога, и поэтому, если мы верующие люди, у нас должно быть только два слова: мир всем. Второй форум христианской молодежи России открыл архиепископ Владикавказский Аланский Зосима. Владыка обратился к гостям с приветственным словом. Он говорил о важности веры для каждого человека. Христианство – одно из тех рычагов, который способен бороться с несправедливостью и выступать за сохранение мира. Но награда ваша будет великой. Храни вас Бог. Представители из 14 стран мира приехали в Северную Осетию на христианский форум. Символично, что это мероприятие проходит на Кавказе. Республика Северная Осетия многонациональна, свыше 100 национальностей здесь живут. Несколько религий. Основные, как вы понимаете, это христианство и православие и ислам. Мы живем в мире со всеми народами. Я бы очень хотел пожелать всем вам, представителям других территорий России, чтобы вы передали вот этот дух, семейный, добрый, домашний дух и на своей территории. Цель форума – наладить диалог христианской молодежи не только на Кавказе, но и по всей России. Более 200 участников получат возможность поприсутствовать на 10 секциях. Гостями форума сегодня стали представители государства Палестины и Сирии. Для них этот съезд особо значим. Диалог стран Востока и России сегодня наиболее важен и необходим. И вместе с вами к вам устремляются, и с вами вместе живут и сопереживают миллионы людей. Слава России! Слава православию! Слава Святой Троице, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Давай, браво, Люк. Давай, все. Перед тем, как приступить к работе форума, для участников организовали культурную программу. Гости республики посетили мужской монастырь, который расположен в Куртатинском ущелье. Удалось познакомиться и с архитектурой средневековой Алании. В Осетии я впервые впечатление. Меня потрясло, потряс местный колорит, приветливые люди, удивительные пейзажи, удивительные храмы, архитектура, город Владикавказ. Главная цель форума – объединить молодежь не только христианскую. Здесь собрались люди всех конфессий мира. Каждый хочет донести что-то свое, уникальное. Но несмотря на это, все стремятся к миру и взаимопониманию среди множества вероисповеданий.